Здравствуйте, уважаемые участники, гости эфира. Меня зовут Марлен Фельдар-Берекова. Я являюсь заведующим лабораторией нефтеологии научно-производственного центра рыбного хозяйства. И тема сегодняшнего эфира – это инновационные технологии в аквакультуре. Сегодня мы будем рассматривать 3 инновационные технологии. Первая – это аквапоника, также мы рассмотрим технологию биофлок и еще интенсивные садковые хозяйства. Во-первых, что такое инновационная технология? То есть хотелось бы определить сразу формат, по которому будет проходить эфир. Сейчас я для начала в тезисном порядке очень кратко сделаю свой доклад и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Во-первых, что такое инновационные технологии? Инновационная технология – это та технология, которая пользуется самыми последними научными достижениями. Либо это технология, которая ранее не использовалась в той или иной стране. Сегодня я хочу рассказать о 3 технологиях. То есть это первое – это аквапоника. Аквапоника – это высокотехнологичный способ ведения сельского хозяйства, который сочетает аквакультуру, то есть выращивание водных животных, и гидропонику. Говоря простым языком, аквапоника – это ОЗВ с добавлением блока гидропонного выращивания растений. Питательным раствором здесь служит вода, которая выходит из бассейнов с рыбой. В бассейнах с рыбой накапливаются органические продукты обмена веществ в виде аммиака и экскрементов. Также органика является и несъеденный корм. Для удаления этих веществ в ОЗВ устанавливается система очистки воды, которая представляется механическими и биологическими фильтрами. Если смотреть с точки зрения химии, в воде в ОЗВ накапливаются азотистые соединения и фосфоросодержащие соединения. Твердые органические вещества в виде экскрементов и несъеденного корма удаляются из воды механическими фильтрами, а аммиак в биофильтре преобразуется в нитрит, а затем в нитрат. Нитрат не токсичен для рыб при концентрации до 40 мг на литр. Однако все же накапливается в системах ОЗВ в большом количестве. Добавление гидропонного блока выращивания растений позволяет уменьшить концентрацию всех органических веществ, в том числе нитрата в воде, что позволяет создавать оптимальные условия для рыб. Что касается растений, то они растут также в оптимальных условиях, так как вода из бассейнов с рыбой содержит все органические вещества и макро- и микроэлементы. Таким образом создается симбиоз между рыбами и растениями, где мы получаем оптимальные условия для рыб, а также получаем дополнительный продукт за счет растений. Также мы экономим воду. Например, в УЗВ вы должны подменивать воду примерно 10% от всего объема, а в аквапонных системах подпитка водой составляет всего 2%. То есть это всего лишь компенсация испарений и потребностей растений. Аквапонные хозяйства могут быть в виде крытых теплиц, а также хозяйствами под открытым небом. Также можно использовать искусственное освещение, что позволяет устанавливать аквапонику даже в закрытых помещениях. Это то, что я хотел сказать о технологии аквапоники. Теперь давайте рассмотрим технологию биофлок, также вкратце. Что касается технологии биофлок, то при культивировании животных, которые питаются низко в пищевой цепочке, такие как тиляпия, например, затраты на корм можно свести к минимуму. Многие виды тиляпии обычно потребляют разлагающиеся растительное и животное вещество, то есть так называемый детрит, водорослей, а также бактериальные скопления. Благодаря включению отработанного азота, пригодного для употребления, потребляемую форму культурными видами одновременно решается 2 проблемы. То есть первое – это уменьшение количества белка и исключение водообмена для поддержания качества воды. Способ решения этой задачи – используем технологии биофлоков. Теперь рассмотрим, как работает эта система. Водные бактерии существуют в гораздо большем количестве, прикрепленных к субстрату, чем свободно плавающие в толще воды. И при суспендировании твердых отходов в воде посредством аэрации и смешивания могут процветать различные сообщества бактерий. Водорослей простейших, прикрепленных к свободно плавающему детриту или остаточным органическим веществам. Это обеспечивает дополнительное питание для культурного организма, который может питаться этой экологической пищей. В течение недель или месяцев, в зависимости от вводимых кормов, твердые вещества превращаются
взвешенные перистые агрегаты, которые здесь называют хлопьями. Эти хлопья как раз и являются суспензией биофлок. Что касается преимуществ технологии биофлок, во-первых, конечно, это простота выращивания рыбы и креветок. Также отсутствие сложных систем фильтрации, как, например, ВЗВ. Да? Мы знаем, что здесь используются механические и биологические фильтра. В биофлоке они не используются. Также экономия воды и площади по сравнению с прудовыми хозяйствами. Высокие уровни биобезопасности, низкие коэффициенты конверсии корма. Также интенсификация выращивания животных. Также имеет возможность производства морских видов рыб во внутренних водоемах. Также снижаются энергетические, капитальные и эксплуатационные затраты при использовании биофлока. Оксигенация зеленой водой, то есть здесь можно добавить суспензию хлоренную. Также мы имеем стабильно высокое качество воды. Продуктивность животных очень высокая. Например, тиляпия поедает дитрит, и за счет этого улучшается эффективность кормления. Для выращивания рыбы системы биофлок нужно иметь бассейны и пруды, и систему аэрации, которая представляется преимущественно пропеллерными аэраторами. Данный тип аэраторов является дешевым и энергоэффективным. Аэрация должна быть непрерывной, вода в бассейнах или прудах должна постоянно двигаться. Механическая очистка здесь отсутствует, а нейтрификацию обеспечивают бактерии, которые населяют дитрит. Размер хлопьев варьируется примерно от 50 микрон в системах с аэраторами, такими как пропеллерные насосы, которые измельчают хлопья до нескольких миллиметров в системах с более мягкой аэрацией, такой как рассеянный воздух. Тиляпия потребляет около 1,5 грамм белка из хлопьев на килограмм рыбы, что составляет около 25% от потребности в белке. Исследования систем хлопьев биофлока показали, что более низкий белковый корма с содержанием 24% протеина обеспечивает такой же рост, то есть аналогичный рост тиляпии, как на кормах с 35% содержанием протеина. То есть это указывает на вклад биофлока в белок, потребляемый рыбой. А как мы знаем, корма обычно составляет 40-60% затрат в системах интенсивной аквакультуры. То есть, используя систему биофлок при выращивании тиляпии, мы можем кормить рыбу более дешевыми кормами по сравнению с УЗВ. То есть это, в свою очередь, повысит экономическую эффективность выращивания объекта, в основном это тиляпия. Последние исследования также показывают, что в биофлоке можно собирать из систем культивирования, высушивать и добавлять в качестве ингредиента гранулированные корма для аквакультуры. То есть мы этим самым заменяем 2/3 рыбной муки и 100% растительной муки. Однако экономическая целесообразность использования хлопьев в качестве сухого кормового ингредиента остается неопределенной. Повышение цен на рыбную муку может сделать сушеный биофлок жизнеспособной и экономической альтернативой. Мы вкратце рассмотрели технологию биофлок. Теперь давайте рассмотрим высокоинтенсивное садковое рыбоводство. На сегодняшний день в Казахстане применяются традиционные садковые хозяйства. Применяются плавающие и полупогруженные садки. Выращиваются в основном такие объекты, как форель и осетр. Реже, конечно, карп. Существует альтернатива традиционным садкам. Это высокоинтенсивные садковые системы с принудительным водообменом. Например, если у традиционных садков водообмен зависит от гидрологии водоема, то высокоинтенсивных он происходит за счет нагнетания воды с помощью турбоаэраторов. За счет этого из 1 кубометра объема садка можно получить до 150 кг рыбы. Например, в Китае, где распространена эта технология, применяются металлические садки объемом 165 кубометров, где можно получить до 24 тонн рыбы за один сезон выращивания. В Венгрии, например, применяются садки объемом 50 кубометров. То есть они сделаны из полипропилена, то есть это вид пластика, где на этих садках можно получить до 7 тонн рыбы. Конструкция интенсивных садков, она, конечно, сильно отличается от традиционных. Садки имеют форму прямоугольной коробки с глухими боковыми стенками и решеткой на торцевых сторонах. Вода нагнетается с боковой стенки и выходит с другой стороны,
тем самым увлекая за собой экскременты рыб и несъеденный комбикорм. Мощность турбоаэратора подбирается таким образом, чтобы создавался нужного объема ток воды для удаления органики. При этом не было излишнего течения, так как рыба, преодолевая течение, она будет тратить много энергии, что в свою очередь повысит кормовой коэффициент и снизит ее рост. Постоянный обмен воды в таких садках позволяет на малой площади выращивать очень большой объем рыбы и не зависит от кислородного режима водоема, как это, например, происходит в традиционных садках. Единственный минус данной технологии – это относительно высокая стоимость садков и зависимость от источника электроэнергии. Однако стоит отметить, что материал, из которого изготавливаются садки, это нержавеющий металл и полипропилен. То есть эти материалы очень долговечны. Еще один плюс данной технологии – это компактность хозяйства. За счет этого, то есть за счет очень высокой плотности посадки мы имеем очень компактное хозяйство по размерам. Так, мы кратко рассмотрели все эти три технологии. Я вот вижу, есть вопросы. Так, стараюсь вам дать развернутый и более подробный ответ. Вопрос. Первый вопрос. Какие растения можно выращивать в аквапонике? По сути, в аквапонике можно выращивать любые растения. То есть выбор объекта выращивания, то есть выбирая объект выращивания, мы должны вносить коррективу именно в построении аквапонной системы. Например, есть растения, которые, во-первых, говоря простым языком, любят воду. То есть такие растения, как салат, латук, они могут выращиваться в погруженном виде. То есть корни этих растений могут быть погружены в воду. Есть растения, у которых, наоборот, развита корневая система, которая, наоборот, не переносит большого количества воды. Для этого выбирается другой тип аквапонной установки. Всего существует два типа построения аквапонной системы. То есть первое – это грядки, так называемые, в англоязычных источниках оно называется media-based, либо media-based system. То есть эта система представляет из себя грядку, которая заполняется субстратом. В аквапонике субстрат, как и в гидропонике, субстрат служит только для того, чтобы удерживать корни растений. То есть он не имеет никакой питательной ценности для растений. То есть он служит только для удерживания корней, то есть растений в вертикальном положении. Медиабед представляет из себя грядку, заполненную, в основном заполняет керамзитом, как основной материал идет керамзит. Конечно же, можно найти более дешевые аналоги, например, обычная речная галька тоже подойдет, камни, лавовая крошка, пемза и также широко используется перлит. То есть эти вещества могут служить субстратом для растений. Например, в грядках медиабед используются в основном растения с мощной корневой системой. То есть это могут быть огурцы, помидоры, перец, и баклажаны и прочие. Даже, например, в Америке, в Европе выращивают даже картофель. Конечно, это больше всего как эксперимент, но промышленного выращивания нет картофеля, конечно, но тем не менее, отвечая на этот вопрос, я отвечаю, что можно выращивать любые растения, все сельскохозяйственные растения. Еще один тип построения системы называется система глубокой воды, либо raft system, как называют его в англоязычных источниках. Там используется большая емкость, то есть небольшой бассейн, платок, в котором свободно плавают пенопластовые плоты, на которых высаживаются растения. То есть в отверстие вставляются специальные стаканчики, в котором есть рассада растений. В основном на глубокой воде выращивают такие растения, как салат и прочую зелень. То есть салат-латук – это на сегодняшний день один из самых распространенных типов растений для аквапонной системы. Также можно, конечно, выращивать клубнику, но наши эксперименты показали, что клубника немножко капризный объект, то есть для новичков он не годится.
Для того, чтобы выращивать клубнику, нужен немножко опыт. Но самый простой для выращивания растения, это баклажан и перец. То есть это неприхотливые растения абсолютно. Можно выращивать очень много и очень удачно. На сегодняшний день в Казахстане то есть нет такой информации, что в Казахстане кто-то выращивал бы в промышленном масштабе. Конечно, небольшие хозяйства есть, они существуют. В целом эта технология позволяет очень успешно выращивать растения. Тут еще один вопрос. Какие виды рыб можно выращивать в аквапонике? То есть это аналогичный вопрос, такой же. Что касается рыбы, то желательно выращивать именно теплолюбивую рыбу. Теплолюбивую и ту рыбу, которая не требует такого большого, то есть не требовательна к концентрации азотистых соединений, не требовательна кислородному режиму. То есть вообще самый идеальный объект для аквапоники это тиляпия, либо самый африканский клариус. Потому что желательно для растения, чтобы концентрация именно органических веществ была высокая, для того, чтобы растения не испытывали недостаток в этих питательных веществах. Поэтому желательно, конечно, чтобы вода, то есть этот раствор, был очень насыщена органическими веществами. А тиляпия, как мы знаем, она очень толерантна, она очень хорошо переносит все эти неблагоприятные условия, поэтому в частности в Америке, в Европе чаще всего используется именно тиляпия. А что касается вопроса о том, какие растения и какую рыбу выращивать вместе, то в этом, конечно, есть, так сказать, особые. Например, с тиляпией хорошо выживаются томаты и огурцы. Также салат, такие вот растения. Что касается, например, африканского сома, то с ним хорошо можно выращивать клубнику, так как при выращивании африканского сома раствор будет очень насыщенный органическими веществами. Еще один вопрос. Казахстан аквапоникой вообще занимается? Вы какие хозяйства знаете? Промышленных больших хозяйств мы не располагаем данными, что есть какие-то большие промышленные хозяйства. Чаще всего используются небольшие хозяйства, например, площадью, если, например, брать по рыбе, то это не более тонны, а по растению не более 100 квадратных метров. Были эксперименты, например, ТО «Оксанат Инжиниринг». Это рыбное хозяйство, находится в Тулькубасском районе Южно-Казахстанской области. Там были эксперименты с аквапоникой в 2015 году, насколько я помню. То есть, в целом, аквапоника, она не такая уж сложная технология, просто проблема в том, что эту технологию мало кто знает, и поэтому такие хозяйства, они не распространены. Что касается Казахстана, то аквапоника, она нужна для того, чтобы выращивать органическую продукцию. То есть я упустил один момент, не рассказал. Растения, которые выращиваются в аквапонике, они являются органической продукцией. Потому что при использовании технологии аквапоники мы не имеем возможности использовать ни пестицидов, ни органических удобрений. Потому что ответ на этот вопрос очень простой. У нас погибнет рыба. Если мы будем использовать какую-то химию, какие-то пестициды, даже если растение выдерживает эту концентрацию, то эту концентрацию просто-напросто не выдерживает рыба. Поэтому вся растительная продукция, которая произведена в аквапонике, она является органической. Хотя во всем мире еще не во всех странах это признали, что это, но тем не менее, если обосновывать это с биологической точки зрения, то это будет 100% органическая продукция. Поэтому для тех, кто будет покупать
аквапонные, то есть растения, выращенные аквапонным методом, они должны за это платить больше, чем, например, мы покупали бы это на рынке. Потому что это стопроцентная органика. Себестоимость производства, конечно, будет выше, чем, например, выращивать его на грунте. Но, тем не менее, аквапоника дает нам такую возможность. То есть это стопроцентная органика. Поэтому, например, в Европе есть такие магазины, такие кафе, называется Fish and Chips. Это такой бренд. То есть это, по сути, теплица крытая, в котором выращивается рыба и растения. То есть в этих кафе или в этих ресторанах имеется возможность купить эту органическую продукцию, там же вам ее приготовят, и это очень развито. То есть такой же бизнес у нас можно организовать в Казахстане. Конечно, потребитель будет, так сказать, люди с высоким доходом, но тем не менее этому бизнесу имеет место быть в отечественном рыбном хозяйстве. А теперь еще один вопрос. Здравствуйте, где можно приобрести суспензию биофлока? Ну, в Казахстане нигде, потому что мы не располагаем такими данными, что в Казахстане кто-то выращивает технологии биофлок, так как есть информация, что были попытки выращивания биофлоком в Югорском районе Алматинской области, но, насколько мы знаем, это хозяйство, то есть у них не получилось. Не знаю по какой причине, но тем не менее не получилось. Хотя в других странах, например, в Китае, в странах в основном субтропического пояса, климатического пояса, это очень развитая, очень широко распространенная технология. То есть в таких странах, как Китай, выращиваются в основном креветки и тиляпия. То есть эти два объекта можно успешно выращивать систему биофлок. Потому что, например, креветки, они могут поедать этот детрит. Также тиляпия. В частности, это нильская тиляпия может в очень большом количестве поедать вот эту суспензию биофлока, и за счет этого мы можем кормить его более дешевыми кормами. То есть, если стоит возможность, то есть, если стоит вопрос выращивания тиляпии, то лучше, конечно, использовать эту систему биофлока. А суспензию, конечно, в Казахстане мы не можем купить, но можем это сделать. То есть для того, чтобы получить суспензию биофлока, нужно выращивать рыбу в замкнутом пространстве, должна быть аэрация постоянно, и постепенно в течение месяца в воде появится детрит, также вся органика перегниет, и мы получаем эту суспензию, эти флоки. Можно добавлять растительные компоненты в воду. Например, в Китае чаще всего используется рисовая либо пшеничная мука. Ее добавляют в воду для того, чтобы постепенно все это превращалось в суспензию биофлока. Но опять же нужно быть очень внимательным, осторожным, следить за гидрохимией воды, следить за всеми показателями, то есть следить за тем, чтобы чтобы не было недостатка кислорода. То есть на начальных этапах, когда мы пытаемся получить суспензию биофлока, то нужно быть очень внимательным и осторожным, для того, чтобы не погубить рыбу. Надеюсь, я ответил на этот вопрос. Еще один вопрос. Есть ли страны и хозяйства, которые являются ведущими в области выращивания рыб в условиях аквапоники? Да, действительно, номер один страна, в которой выращивается очень много системы аквапоники, это, конечно, США. Самыми первыми начали, то есть пионерами этой отрасли является Виргинский институт аквакультуры, находится в Виргинских островах. То есть они начали очень давно, насколько я помню, кажется, в 50-х годах начали выращивать этим методом рыбу. То есть там были, то есть и по сей день там очень большие площади именно сделаны под аквапонику. То есть
США – это пионер в этой области. Также такие хозяйства есть в Европе, много хозяйств. У нас пока нет. По той причине, что в Казахстане, в принципе, очень много земли. В принципе, все это хватает. И если посмотреть на, как говорят немецкие ученые, по соотношению используемых удобрений, можно сказать, что Казахстан выпускает практически органическую продукцию. Поэтому пока что такое у нас не развивается. Но в скором будущем, надеюсь, будет все это развиваться. Все эти инновационные технологии станут обычными. Еще один вопрос. Как рассчитать соотношение рыб и растений? Да, очень интересный вопрос, очень актуальный. В системах аквапоники мы рассчитываем не от количества рыб, а мы рассчитываем, отталкиваемся от корма. Потому что, кормя рыбу, мы получаем нужное количество азота и фосфора, который, в свою очередь, будет поглощать растения. Поэтому основой расчетов должно стать количество комбикорма. Например, в аквапонике минимальное количество комбикорма на 1 квадратный метр площади грядок с растениями должен составлять минимум 20 грамм корма в сутки, а лучше, конечно, 60. Некоторые растения требуют 100 грамм комбикорма на 1 квадратный метр площади грядок. То есть расчет идет так, в таком плане. Например, усредненно можно брать количество 60 грамм комбикорма на 1 метр квадрат грядки. То есть таким образом можно рассчитать систему. А как мы знаем, рыба питается в зависимости от своего веса. То есть, например, в аквакультуре, например, малек тиляпии, который достиг 20 грамм, и до товарной массы он поедает в среднем 3% от массы тела. То есть, например, 100-граммовая тиляпия будет в сутки должна поедать 3 грамма комбикорма. То есть, таким образом мы можем рассчитать количество рыб, которые прокормят эту 1 метр квадрат грядку. То есть, таким образом идут все расчеты. Теперь еще вопрос. Чем биофлок лучше обычного УЗВ? Да, это хороший вопрос. Биофлок лучше тем, что мы, во-первых, это очень простая технология. То есть система биофлок представляет из себя резервуар, бассейн, либо пруд, в котором есть вода. Она циркулируется с помощью аэраторов. То есть здесь нет системы очистки. С помощью аэрации подается кислород, и за счет этого органика перегнивает. На детрите содержатся нитрифицирующие бактерии, которые выполняют роль биофильтра, например, как в УЗВ. Как мы знаем, в УЗВ есть отдельные блоки фильтрации, то есть это есть механический фильтр, есть биологический фильтр. Здесь ничего этого нету. Просто бассейн, в котором есть на дне есть сливная труба. При необходимости можно будет спустить такой бассейн, либо пруд. И вода, также на нем должны стоять аэраторы. Все, то есть выглядит это очень просто, сделать это очень просто. В принципе, даже неопытный человек в сфере аквакультуры может очень успешно за небольшой срок может начать заниматься этим бизнесом. Но опять же, что касается видов, то лучше, конечно, всего выращивать тиляпию, так как тиляпия поедает детрит. В частности, это низкая тиляпия. Поэтому, конечно, можно и выращивать и другие виды рыб, но тем не менее у тиляпии получается самый низкий кормовой коэффициент, то есть самые низкие затраты, то есть соотношение затрат и получаемой прибыли у тиляпии и у креветок этот показатель выше. Поэтому в Казахстане, особенно в южных регионах, в Казахстанской области, в Южно-Казахстанской области, можно развернуть очень большие хозяйства, которые основываются на этой технологии. То есть самый первый плюс – это простота этой конструкции. Во-вторых, конечно, это стабильная система. То есть поддержание нужного
нужной концентрации биогенов и прочих веществ, она относительно простая. То есть она заключается в непрерывной аэрации и контроле количества этого биофлока. То есть специально мерными цилиндрами можно высчитывать, какое количество биофлока сейчас есть в системе, и корректировать его. То есть если суспензия биофлока уменьшается, мы можем добавлять, в основном добавляют пшеничную муку для того, чтобы поддерживать эту структуру. А что касается биофлока, это сообщество, то есть симбиотическое сообщество между бактериями. Там же есть простейшие, даже там заводятся нематоды, то есть полезные нематоды. То есть это очень такая устойчивая, то есть суспензия биофлока представляет из себя готовую экосистему, в котором будут наши рыбы плавать. Также биофлок лучше тем, что затраты, как капитальные, так и текущие затраты, конечно, здесь ниже, чем в УЗВ. Ну, минус, конечно, в том, что в УЗВ мы можем контролировать полностью весь процесс, а в биофлоке немножко все равно такого контроля не получится. Так, еще вопрос. Каков промышленный объем выращивания в аквапонике? На самом деле статистики такой нет, что в Казахстане вообще выращивались бы в аквапонике. Поэтому этот вопрос остается открытым. У нас нет официально зарегистрированных хозяйств, которые занимаются аквапоникой, нет у нас. То есть это новая технология, на то и она и инновационная, поэтому мы темой сегодняшнего эфира сделали эту технологию. Хотя есть научные исследования в этой области. В 2015-2016 году были проведены исследования, в котором были определены оптимальные условия, то есть оптимальные рыбы для аквапоника, оптимальные растения. Также была разработана биотехника, как выращивать эту рыбу в аквапонике. То есть дальше научных исследований оно, как говорится, не пошло. Еще один вопрос. В каких регионах Казахстана применима технология биофлок? Ну, здесь я повторюсь. Желательно, конечно, выращивать в южных регионах. То есть, если мы хотим выращивать технологию биофлок под открытым небом, то лучше, конечно, использовать для этой цели южный регион. Потому что в южных регионах количество тепла градусов дней очень высокая, то есть даже в зимний период можно выращивать рыбу, поэтому, конечно, желательно южных регионов. В средней полосе, конечно, тоже можно выращивать, то есть в континентальном климате, но здесь стоит такая проблема, что в зимний период нужно будет либо накрывать его теплицей, то есть либо строить эти хозяйства в теплице, либо нужно будет искусственно подогревать воду, что в свою очередь будет повышать себестоимость производства продукции за счет затрат на электроэнергию, на уголь или газ. То есть таким образом будет немножко дороговато. Еще один вопрос на казахском языке. Аквапоникада қандай балықтарды өсіруге тиімді? Жаңа мен айтқандай, аквапоникада жалпы кез келген балықтарды өсіруге болады, бірақ соның ішінде ең тиімді, ең қолайлы бұл тиляпия балығы, африкалық лари жайыны, сонымен қатар тоқы тәрізділерді өсіруге болады, яғни олар кәдімгі тоқы болуы мүмкін, немесе аквариумда мекендейтін балықтарды да аквапоникада кеңінен өсіруге болады. Яғни мұндай шектеу жоқ, бірақ бір нәрсені ескеру керек, ол көбінесе жылу сүйгіш балықтарды өсіреді. Яғни мекен ету температурасы, оптималды температурасы 18 градустан жоғары болып табылатын балықтарды өсірген дұрыс болады. Өйткені өсімдіктердің жылуға деген қажеттілігі де әртүрлі, бірақ дегенмен орташа 18 градустан жоғары болған дұрыс. Өйткені біздің эксперименттерімізге сәйкес, егер 18 градустан төмен болса, өсімдіктердің өсу тежелетіндігі байқалды. Сондықтан жылу сүйгіш балықтар, айтқан тұқы, тиляпия, африкалық лари жайыны, сондай балықтарды өсіруге болады.
Надеюсь, ответ был. Так. Какие требования для рыбоводных емкостей? Наверное, это касается технологий биофлота. Да? Какие требования для рыбоводных емкостей? Самое главное, емкость должна быть герметичной, на нем должна быть сливная труба, то есть в любой момент мы можем либо слить, либо приспустить воду, то есть такого рода манипуляции должны быть легкие. Например, в Китае, в Индии хозяйство строит просто из бассейна, строит из кирпича, либо из блока, либо ставят опалубку и заливают сразу из бетона. Можно использовать пластиковые емкости. Также в Европе есть технология, то есть в основном немцы широко используют, это делают деревянный каркас и обтягивают это все геомембраной. То есть тоже это относительно легкое. Что касается объема рыбоводных емкостей, ну, желательно, конечно, чтобы был побольше. Ну, как минимум 20 кубометров – это минимальная величина этой емкости, объем емкости. Больше, конечно, лучше. Поэтому таких жестких требований, как в УЗВ, конечно, тут нет. Но в то же время емкости не должны быть слишком маленькие. То есть, опять же, повторюсь, не менее 20 метров квадратных. То есть метр кубических объема воды должен быть. Также должна быть подведена система аэрации воды. То есть здесь могут стоять аэраторы как лопаточного типа, а также турбоаэраторы. Можно использовать аэрацию воздухом. Но самое главное, вода должна циркулировать. Поэтому предпочтение отдается именно овальной форме, либо круглой форме для бассейна, чтобы весь ток воды постоянно перемешивался и закручивался. То есть суспензия биофлока, она так же, как и экскременты рыб и несъеденный корм, также любая другая органика, детрит должен быть в взвешенном состоянии. Если он будет не в взвешенном состоянии, то этот осадок будет загнивать и в системе будет появляться сероводород. А как мы знаем, сероводород – это очень ядовитый и опасный для рыб газ, который появляется в результате анаэробного гниения органических веществ. Поэтому такие требования для рыбоводной емкости. Выгодно ли строительство аквапонных рыбных хозяйств? Да, выгодно, потому что здесь, в отличие от УЗВ, мы получаем экономию воды. Например, как я уже отметил, например, если в УЗВ мы заменяем ежедневно 10% воды от всего общего объема, то в системах аквапоники этот показатель составляет не более 2%. То есть и то это не подмена, а это всего лишь компенсация испарения и компенсация того, что растение потребляет воду. То есть это очень экономно. И в регионах, где наблюдается недостаток воды, недостаток питьевой чистой воды, эта технология применима. Например, в Израиле очень широко используется технология аквапоники, а как мы знаем, в Израиле с водой есть проблемы. То есть это та страна, которая в основном географически расположена в пустынной местности. Но, тем не менее, израильцы широко используют эту технологию. Что касается выгодности, также еще стоит отметить, что здесь мы получаем не только рыбную продукцию, мы получаем органическую продукцию, растительную продукцию. То есть она 100% у нас органическая. Поэтому реализация будет подороже. То есть цена реализации будет выше, чем если бы мы вырастили бы на открытом грунте, либо другим способом, либо гидропоникой. Поэтому, самое главное, нужна, как и в любом деле, правильная маркетинговая политика. То есть мы должны активно продвигать эту органическую продукцию. Например, в Америке эти хозяйства, которые занимаются выращиванием аквапонным методом рыб и растений, они проводят семинары. То есть постоянно к ним приезжают
с экскурсиями, то есть они знакомятся с этой технологией, и таким образом можно довести до народа, что это органическая продукция, что она гораздо и вкуснее, и полезнее, чем любая другая продукция. Поэтому здесь вопрос больше всего, конечно, маркетингового плана. Ну, что касается строительства, то аквапонные хозяйства, капитальные затраты там может быть и немножко больше, чем в традиционных УЗВ, но польза, которую мы получаем, и прибыль, которую мы получим после того, как запустим это хозяйство, она, конечно, все это окупит. То есть мы получаем с одного хозяйства, мы получаем рыбную продукцию и растительную продукцию. То есть это большой плюс, что повысит рентабельность этого хозяйства, конкурентоспособность этого хозяйства. То есть все это можно сделать даже в нашей стране. Так. А у вас в организации база есть, посмотреть, как экскурсия. На самом деле эти исследования проводились в 2015-2016 году, и поэтому сейчас не функционируют. То есть мы сделали аквапонную систему, исследования свои провели, а сейчас она не функционирует. Поэтому как экскурсия, к сожалению, мы не можем показать ничего. Но, тем не менее, в будущем, надеюсь, такая возможность будет. Есть необходимость постройки показательного хозяйства для того, чтобы люди приходили с экскурсиями, смотрели на это, понимали. То есть это тоже бизнес-идея, это тоже платформа для заработка денег, и в целом это, так сказать, это наукоемкая часть именно аквакультуры. Поэтому, конечно, такие предложения очень актуальны. Также еще один вопрос. Какие требования для рыболовных емкостей? Кажется, этот вопрос был, я, кажется, ответил. Так, экологически чистый продукт, да, действительно, это особенно растительная продукция будет органическая. Но, опять же, мы можем сделать рыбную продукцию, тоже мы можем сделать органически. Для этого мы должны использовать органические комбикорма. Линейки мировых лидеров по производству комбикормов. Есть такие линейки, называются органик. То есть с надписью органик. Они дороже, я думаю, раза в 2 дороже, чем традиционные корма, чем традиционные аквакорма. Но, тем не менее, конечно, продавать рыбу вы будете тоже по другой цене. Опять же, в Казахстане есть одна проблема, связанная с сертификацией органической продукции. На самом деле у нас в Казахстане нет фирм, которые занимаются сертификацией именно органической продукции. Есть на территории СНГ есть одна фирма украинская, я не помню, как она называется. Она только занимается международным сертификатом по органической продукции. То есть сертификация, конечно, нужно немножко потрудиться. Нужно либо открыть, может быть, в Казахстане в будущем будет фирмы, которые будут заниматься выдачей органических сертификатов. Но можно, конечно, и привлекать из-за рубежа. То есть такие фирмы привлекать для того, чтобы они приходили на ваше хозяйство, делали заключение о том, что ваша продукция органическая. Также у этих фирм очень строгие критерии, то есть ваши хозяйства могут без предупреждения нагрянуть с проверкой, посмотреть, насколько вы правильно выполняете свои условия. Также этот сертификат стоит, конечно, немалых денег, но тем не менее вы получаете возможность продавать экологически чистую органическую продукцию. То есть у вас будет сертификат, согласно которому вы уже будете продавать по хорошей высокой цене. Например, для сравнения, в Америке салат, который выращен, салат латук, который выращен аквапонным методом, он стоит 3 раза дороже, чем выращенный традиционным методом. Поэтому это тоже платформа для бизнеса, то есть на которой есть свои покупатели, технология, которая имеет место быть. Например, в Китае развита технология, называется City Ponics. То есть это та же
аквапоника, но просто она находится на крышах небоскребов, высоких зданий. И, например, одна такая большая теплица, которая расположена в этом здании, она может обеспечивать продукцией органической весь этот небоскреб. То есть наблюдается такая тенденция, то есть не возить откуда-то выращивать с полей, а выращивать прямо в городе. То есть такое тоже можно организовать. То есть это открытая платформа для бизнеса, в котором еще нет, если говорить с точки зрения экономики, да, маркетинга, то нет конкуренции. То есть нет никаких конкурентов в этом плане. Все. Вопросы? Пишет, тиляпия вкусная рыба. Да, тиляпия действительно очень вкусная рыба. Не зря она занимает второе место во всем мире по аквакультуре. Ну, первое место занимает, конечно, всеми знакомый наш карп. А на втором месте тиляпия. И только после этого идут лососевые и прочее. То есть по объему выращивания в аквакультуре это лидер. То есть второе место у него. Не зря. То есть это дешевая рыба, в то же время она вкусная и доступная широким массам. Также тиляпию называют морской курицей. То есть по вкусовым качествам она ценится высоко. То есть соотношение между доступностью и вкусом у тиляпии, конечно, выше, чем у других рыб. Поэтому тиляпию советую потреблять. В Казахстане сейчас тиляпия продается. Вот, кстати, еще один вопрос. Тиляпия, которую у нас продают, это выращенная ВРК или, как всегда, китайская? Если продают в виде филе, то, что на полках супермаркетов у нас очень много, это, конечно, это выращенная тиляпия. Выращивают ее в Китае, в Вьетнаме. То есть сейчас с Вьетнама, то есть в Вьетнаме очень хорошо развивается аквакультура и очень много продукции приходит к нам из Вьетнама. Но, опять же, насколько она хорошая, то есть в потребительском плане, это другой вопрос. Так как в Китае, как и во многих странах, как и везде в целом, есть хозяйства, которые добросовестные, которые следят за здоровьем рыбы, следят за комби-кормами, которыми питается эта рыба. А есть фирмы, которые выращивают буквально в какой-то луже, да, в грязной воде. То есть есть такие хозяйства. Поэтому при выборе, если вы хотите, например, купить тиляпию, то желательно поинтересоваться у владельца этого магазина, откуда он возит. И если он покажет этикетку, откуда эта тиляпия пришла, можете зайти на сайт его, посмотреть какое-то хозяйство, где оно расположено, и на основании этого, в принципе, можно покупать смело. Так как крупные фирмы, которые экспортируют рыбную продукцию в наши страны, и на весь мир, Китая, Вьетнама, они, как правило, проходят все проверки, у них есть все сертификаты, то есть такие большие фирмы, они дорожат своим именем и не будут продавать плохую рыбу. Но, тем не менее, есть и такие, которые недобросовестные продавцы. Ну, как правило, у них, как сказать, говоря простым языком, нонейм производитель. То есть нет никакой этикетки, а просто филе пришло в коробках и все. Вот. Такого, конечно, лучше воздержаться от покупки такой рыбы. Но, тем не менее, тиляпия это очень вкусная, очень полезная рыба. Поэтому желательно, конечно, в Казахстане развить аквакультуру с тиляпией, к чему поможет технология BFOG, так как она дешевая и в строительстве, и в эксплуатации. Поэтому, я думаю, в Казахстане есть будущее этой технологии, так как мы наблюдаем снижение уловов из естественных водоемов. То есть, почему в Казахстане не развивается аквакультура? То есть не сказать, что она не развивается, она развивается, но не такими большими темпами, как в других странах СНГ. Например, те же страны, как наши соседи Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, они очень хорошо развивают аквакультуру.
Потому что, а почему у нас в Казахстане не развивают это? Потому что у нас очень много естественных водоемов, из которого, в принципе, на внутренний рынок рыбы хватает. Но население увеличиваются потребности, все больше людей сейчас начинают покупать рыбу, так как рыба это очень полезный и в том числе и вкусный продукт. То есть потребность населения будет с каждым годом расти. А водоемы у нас, продуктивность водоемов имеет свои ограничения. Поэтому, конечно, за аквакультурой будущее страны. То есть аквакультура на сегодняшний день остается единственным способом выращивания рыбной продукции, можно сказать, в неограниченных размерах. Так, здесь я ответил на этот вопрос. Но после этого эфира число желающих заняться выращиванием рыбы в аквапонике увеличится. Да, не только в аквапонике, но и, конечно, в системе Биофлок. Также мы сегодня рассмотрели технологию выращивания в высокоинтенсивных садках. То есть это те же садки, какие традиционные, но водообмен здесь идет принудительно. То есть вода через этот садок прокачивается большой объем воды, который насыщен кислородом, и можно выращивать. Конечная плотность посадки средняя, она составляет 150 килограмм на метр кубический. То есть это очень много рыбы. То есть в таких объемах можно, если, например, сравнивать с УЗВ, то в таких объемах можно выращивать только при использовании чистого кислорода. То есть себестоимость будет дорогая. А у этих садков, которые предлагаем мы, в будущем мы будем эту тему будем неоднократно освещать. То есть мы будем проводить исследования собственные. Если у нас будет база для этого, то, конечно, скоро результаты этих исследований, также эти сами садки уже будут в свободном доступе. Также сейчас многие институты проводят прямые эфиры, в Инстаграме появились, я уже столько узнал про овец, посадку деревьев, теперь вот про рыбу полезно. Раньше даже не знал, куда обратиться. Да, действительно, спасибо за отзыв. Много НИИ, которые занимаются, то есть в каждой отрасли есть свои институты. То есть у нас наш научно-производственный центр является профильным институтом, который занимается наукой в сфере рыбного хозяйства. Также мы оказываем услуги по проектированию данных хозяйств. Можем даже непосредственно заниматься строительством этих хозяйств, планированием и так далее. Так, вопросы, кажется, на этом закончились. По регламенту у нас эфир должен длиться не более часа. Конечно, об этом можно говорить очень много. Если нет вопросов, то мы будем заканчивать данный эфир. Спасибо всем участникам, всем гостям. Надеюсь, эти эфиры будут дальше продолжаться. Впереди очень много интересных тем. Поэтому мы с вами не прощаемся, говорим до свидания, до встречи на других эфирах. Всем спасибо.